Интерес к холоду был у меня с детства. А вот холод был тогда у народа Саха, да, фактором естественного отбора. Большое количество людей находится в состоянии анабиоза. Так? Есть фирмы, государственные и частные, в основном частные, где людей заливают жидким азотом. Меня интересовало, да вот это как наши деревья выдерживают такой холод. Вот выдвигается такая гипотеза, да? Вот фильм тоже будет интересный. Так вот скоро покажут по НТВ, там НТВ филиал это снимает. И холод заостряет тоже ум. Так? Поэтому в Якутии рождаются такие люди, умные люди. Это оригинальность мышления. Так? Мы не подражаем другим, не гоняемся за модой, а вот используем то, что у нас имеется. Якутия имеет большое будущее, поэтому надо сохранять свои традиции, свой обычай, так, свой язык, свою культуру, так, и наравне развивать науку, образование. Мы начнем со второй половины вопроса, да? Как я отношусь к холоду, как человек. Я родился в декабре месяце. Это самый холодный месяц, середина зимы, 21 декабря. Ну, по-видимому, поэтому мне нравятся темные ночи, так, и вот морозные дни. Ну, просто нравится. Нельзя сказать, что я их люблю. Так, кроме того, я родился вот в Голубинке, Якутии. Это Сургулукский наследник Верховно-Вильского улуса в 1940 году, да. Значит, у меня в прошлом году уже было 80 лет. И мое детство прошло в классической якутской юрте. Понимаете, да? Это юрта, совмещенная с хотоном. Так? И еще эта юрта топилась камельком. Так? И когда я до 5 лет в такой юрте жил, да, и помню кое-какие подробности. Ночью так холодно было. Одним словом, там тепло держалось только дневное время, когда горела печка, да? Так? А потом ночью такой холод был, что утром, да, вот промерзала вся вода в бедре полностью. А потом вот у нас заячье одеяло было. И вот высовывали мы голову, конечно, дышали, и вот и здесь иней, как корона, очень красивый. Я вот на своего брата смотрел и так далее, да, там. Вот, ну, у меня тоже такой иней был, да. Ну, вот такой. Поэтому вот холод был тогда у народа Саха, да, фактором естественного отбора. Вообще, в то время якуты раньше, да, вообще рожали очень много детей. Минимум 10, так, да, до 20 было. Так. А потом живых остались только где-то 3-5 человек. Вот. Шел естественный отбор. Потом вот такое ложное предположение в научной среде, да, так, и вообще популярной стала гипотеза, что Якутия – это страна долгожителей. И как будто холод, да, способствует долгожительству. А на самом деле это результат естественного отбора. Оставались самые-самые сильные, самые приспособленные. Вот поэтому долгожители были. Вот. Ну потом, раньше-то мы жили как? В Аласах, то есть отдельно. До ближайшего соседа, да, было 3-5 километров. А школа находилась, это еще близко было, где-то около 10 километров. А мы ходили пешком. Так, ага. Вот. И, конечно, испытывали на себя действие холода, мороза. Вообще,
у якутов нет понятия отдельного слова, обозначающего, что такое холод. Так? Только вот темный мороз или холод тоже, да, вот, объединенный. А у русских есть холод, это положительная низкая температура, и мороз. Но границы нет. Когда начинается холод, а начало мороза известно. Это температура, когда замерзает вода. И эта температура принята за 0 Цельсия. Так? Вот. Ну, в связи с этим возникает вопрос. Вот в градусниках, да, или термометрах бытовых, вообще любых термометрах, да, по-моему, классического и научного термометра, так, там градуировано на плюсовые и на минусовые, так, да, температура. Да, ну, люди особо не обращают внимания, что такое плюс и что такое минус, да. Так, это минусовая температура, это температура, которая вредно действует на человека. Так? А плюсовая, она или нейтральна, или влияет положительно. Во всяком случае, вреда особого положительной температуры не оказывает. Да? Так, ну, когда слишком жарко, это само собой, да? Или около нулевые, это так, да? Вот. Ну, потом, это к слову, как сказать, да, так, вот. И вообще меня довольно, по-видимому, был любопытным ребенком, да, так. Меня интересовало, да вот это как наши деревья выдерживают такой холод. Они как там спят, о чем-нибудь думают, нет, так, да. А весной вот это, когда буйно начинает оживать природа, да, вот там как будто ничего не было. Так, они погибают от мороза. Так, а вот жизнь начинает бить ключом, как говорится. Так, вот. Потом меня интересовало то, что медведи целую зиму спят. Так, а потом вот эти иврашки, бурундуки тоже спят. Так, в норах. А караси, они погружаются на дно и тоже не питаются. И тоже целую зиму проводят в не очень благоприятных условиях. Там и кислорода нет, температура низкая, да, такая. Вот поэтому интерес к холоду был у меня с детства. Так. И когда поступил учиться, начал уже серьезно задумываться, да, над вопросом, как влияет холод на живой организм. Но экспериментировать на человеке и на живых объектах было трудно, да, так, и почти невозможно. Поэтому самым лучшим объектом для исследования это были растения. Поэтому я выбрал специализацию так, ботаника, стал ботаником. Потом узкая специальность – это физиология растений. Так. И тема дипломной работы, потом кандидатская работа, потом докторская работа, она была посвящена влиянию холода, вот низкой температуры, да, на организм, на живой организм, на примере растений. Так. Вот. И получили очень такие серьезные результаты. Ну, конечно, это результаты. Идея, конечно, была, да, гипотеза, как говорится, рабочая. Так? Но эту гипотезу надо было подтверждать экспериментально и теоретически. Ну, вот, конечно, прошло время определенное, да, так, и я пришел очень оригинальным, интересным выводом. Но прежде всего я установил температурную границу между холодом и теплом, и между холодом и морозом. Так? Но главное между теплом и холодом. Когда начинается мороз? Ну, до этого не было. Так? Вообще говорили,
около нулевой температуры, да, низкие положительные температуры, холод, да. Вообще практика опережает теорию в этом вопросе. Давно есть наши деды, да, наши предки, у них были эти подполья, где холод держался, а потом ледники, где держали, температура держалась на отрицательной температуре, где хранили пищевые продукты, мясо, рыбы и другие. А потом при развитии техники появились холодильники, где имеется отсек для холода, так, и отсек для длительного хранения, который называется морозильником. Вот. Отдельные морозильники появились, да, так, а теоретического обоснования, с какой температуры там не было. Так. И вот это наша работа была первая. Так. И мы определили эту температуру. Эта температура плюс 4 градуса по Цельсию. Так. Ну, сейчас во всем мире пользуются термометром Цельсия, той шкалой, да. И в некоторых странах, это Америка, Канада, кажется, да, так, шкалой Фаренгейта. Так, вот оказалось, что так, при температурах ниже плюс 4 градуса, да, так, живые организмы, они или погибают, так, или впадают в состояние спячки, или оцепенения, или покоя у растений. Так? Вот. И это было нами экспериментально доказано, и были большое количество исследований, да, тоже, где показано было разрозненные данные, обобщенных таких не было так, да, вот, что начиная с плюс 4 градуса, так, вот, жизненные процессы резко замедляются, и там физиологические процессы, биохимические процессы отличаются от тех процессов, которые идут при более высокой температуре. Ну, установление просто факта вот этого, да, этого недостаточно. Это надо теоретически обосновать, почему именно это так происходит, да. Вот. И мы это доказали, можно сказать, да. Доказали, что тоже основываясь на исследованиях физиков. Вот. Есть очень интересные исследования физиков, так, которые, на которых, да, ну, пока осторожно все-таки вот утверждается, что при плюс 4 начинается своего рода фазовый переход. Так. Ну, со школьного курса физики мы знаем, что при температуре плюс 4 вода имеет наименьший объем, а потом, когда температура падает ниже, тоже объем повышается. Поэтому при температуре плюс 4 градуса вода имеет максимальный объем и максимальный вес. Так вот эти изменения в объеме, так, соответственные веса, да, так, это плотности веса, так, это связано с перестройкой структуры воды. Так. Вода, когда замерзает, да, приобретает форму льда. Так, там что происходит? Там образуется вот кристаллик льда, который имеет гексагональную или шестигранную структуру, так, по углам которых вот молекулы воды. Так, значит, 6 молекул образуют вот такой кластер. Так. И вот они объединяются, и образуется рыхлая структура льда. Так. А начиная с плюс 4 градуса Цельсия, вот, начинают образовываться вот такие мелкие кристаллики. Где-то 6 вот таких до грани, где-то 5, где-то 4, где-то 3. Ну, димерия это само собой, да, так. Они имеются и при более высокой температуре. И они, вот когда падает температура, количество их увеличивается так, да, пентагональная или пятигранная структура превращается в шестигранную, и вода превращается в шестигранный лед. Так? Значит, при температуре ниже плюс 4 градуса вода приобретает жидкокристаллическую структуру. Или это жидкий лед. Понимаете, да? Это жидкий лед. Так? Густой такой, да,
вязкий такой. И вот если рассмотреть клетку живого организма, то наш организм состоит из клеток. Клетка – это элементарная единица всего живого. Так, да, да. Вот. Там имеется пор, который называется аквафора. Аквафора. Так, то есть поры для прохождения молекул воды. Они рассчитаны для пропуска отдельных молекул. Ну, до димера, можно сказать, да? Может быть, даже 3 могут пройти. Но когда 4 молекулы, вот ассоциации, 5 молекул, 6 молекул, они не проходят. Понимаете, да? Прекращается или сперва нарушается обмен, водообмен, а вода не проникает, не выходит. Так? А потом вообще наступает очень интересное явление, да? Так, вода становится физиологически инертной. Вода есть, но как будто для живого организма воды нет. Наступает так называемая физиологическая засуха. Так, очень интересное явление. Так? И что происходит? Некоторые организмы так, да, от недостатка воды погибают, а другие приспосабливаются так, да. Обмен веществ сильно подавляется, но они умудряются часть воды, вот это, каким, ну, наверное, имеются структуры, да, мы это еще не знаем, которые разрушают вот льдоподобную жидкокристаллическую воду до нормальной воды и обеспечивают себе, ну, хотя бы для поддержания жизнедеятельности, используют вот эту воду. Так? И вот, значит, мы доказали, да, что причиной является недоступность воды. Так? Причиной холода, холод вызывает вот это, да, так, вода приобретает жидкокристаллическую структуру и жидкий лед. То есть отрицательная температура, холод, мороз, они связаны образованием кристаллической воды. Так, холод – это жидкая кристаллическая вода, а при холоде образуется, да, а при морозе – твердокристаллическая вода, так, которая недоступна живому организму. Вот так. Значит, холод – это отрицательная температура, которая вредно действует для организма. Значит, холод начинается не с 0 градуса Цельсия, как считается в настоящее время, а с плюс 4 градуса Цельсия. Понимаете, да? Так. И вот я установил, значит, границу, начиная с плюс 4, начинается точно холод, а с 0 это мороз. Так. Вот. И основываясь на это, ну, уже теория, да, так, создал так называемую биологическую температурную шкалу. Так. Ну, поскольку все вот эти, вот, о чем мы говорим, да, вот это холод, мороз, тепло, жара, это биологические понятия. Так. Например, для бумаги, для металла, для пластмассы нет никакого холода, нет никакого этого, нет. Так. Вот. А живой организм, он реагирует, да, вот на холод, мороз, но опосредственно через воду. Так? Живой организм до 80–90% состоит из воды. Так? Вот, например, мозг, да, почти до 90% воды. Поэтому вот любое изменение в структуре воды вызывает адекватную реакцию организма. Вот когда вот это наступает холод, отрицательная температура, да, вредная, то организм отвечает на это соответствие. Да. Вот теплокровный организм, в том числе и человек, вырабатывает температуру, дополнительную энергию затрачивает, чтобы выработать тепло. Так. Когда наступает вот такая критическая температура, то человек охватывает дрожь, да? Дрожит от холода. Так? Это механическая выработка тепла. Кроме того, происходит изменение дыхания. Так? Вот при обычном дыхании энергия
ну, используется для поддержания температуры тела, во-первых, да, ну, во-вторых, оно превращается в молекулу так называемую АТФ, или аденозин-трифосфорную кислоту, это универсальное биологическое топливо. Оно запасается, так, да. А когда вот температура опускается ниже плюс 4 градуса Цельсия, уже не хватает, да, так, энергии для поддержания тепла. Вся энергия уходит на поддержание тепла. Поэтому организм тратит огромную энергию для поддержания стабильной температуры. И запас уже питается организм, но запас не идет. Если вот так будет продолжаться, то организм истощается. Так? Вот поэтому некоторые погибают так, от истощения, это во-первых. Ну, во-вторых, там происходит нарушение, конечно, само собой, в результате истощения, в результате вот этой нехватки воды, так, да. А другие вот это приспосабливают. Они до такой степени снижают уровень обмена веществ, что они находятся между гранью смерти и жизни. Вот на грани находятся. Так, вот. Ну, например, насколько замедляется этот процесс, рассмотрим на примере наших всем нам известных и любимых карасей, гальянов. Да? Вот. Ну, установлено исследователями, теологами, что начиная с середины октября караси уже не питаются. Так? И они переходят, ну, оцепенение у них начинается, да, так. Все они собираются в лунку, самую глубокую яму на дне озера, пресноводного водоема, и ну, где температура поддерживается на уровне плюс 4 градуса Цельсия. Так? Вот. То есть на границе между теплом и холодом. Так? И они вот так не питаешь, в таком состоянии оцепенения находятся в течение 5, 6, 7 месяцев. Скажем, вот это ноябрь полный месяц, декабрь, январь, февраль, март, апрель. 6,5 месяцев. Так, да, вот. И они пробуждаются и начинают уже питаться, да, так, ну, полноценная жизнь начинается. Так? Но у якутов есть традиционная ловля карасей и мандушек, гальянов, да, это куюр. Ну, при помощи водяного сачка, так, да, они вот так находят самое глубокое место и вот так крутят воду, так, и вылавливают. И при этом получается так, что вот уже начиная начало середины марта до середины апреля вот так делают, да, так куюрят. И выловленные караси и гальяны, они питательны. Так? Упитанность они практически не теряют. Ну, чуть-чуть так, да, может быть, но вкус прекрасный, очень питательный. Это говорит о том, что у них обмен веществ замедляется до такой степени, да, что они могут продержаться без питания в течение вот 7 месяцев. Вот. А потом исследователями было показано, да, что вот это у сусликов это хорошо показано, что они роют норы, так, да, вот в средней полосе, да, так, где температура поддерживается на уровне плюс 4 градуса Цельсия. Это как бы дно озера ищет, так, да. А у нас происходит так, называемое, вот, спять, да, так, ну, температура опускается, потом падает ниже плюс 4 градуса Цельсия, и они пробуждаются, так, потому что уже начинается критическая, ну, нехватка воды, так, да, и они вот начинают пробуждаются. Обмен веществ усиливается, у них в запасе есть это бурый жир, который дает энергию, да, так. И температура повышается, а потом, так, под действием низкой температуры, температура падает, так, потом тоже пробуждаются, так, да, и температура, это баута называется, вот этот переходный период между двумя фазами. Пробуждается, потом спит, потом пробуждается, и как бы живой термостат.
Так, да? Поддерживается температура на уровне плюс 4 градуса. Интересно, да? Так. Вот так. И если вот этой энергии не хватает, да, вот осенью животное, если запасся малым количеством жира, то из-за нехватки вот этого энергетического материала некоторые погибают весной. Так, ага. Вот. Поэтому вот на основе вот таких исследований я сделал обобщение. Так, да, обобщение. Так, и вот пришел к выводу, что у животных организма при температурах ниже плюс 4 градуса Цельсия происходит физиологическое обезвоживание организма. Так, воды нет, обезвоживание происходит. И они впадают в спячку. Так? И самое интересное, что такое же происходит у растений в условиях засухи. Так? Растения теряют воду в результате атмосферной засухи. Так, да, так. И там остается небольшой слой воды, который под действием вот этой, молекулярной структуры и так далее, и уменьшения интенсивности движения молекул воды тогда превращается тоже вот, в жидкий лед. Так, вот интересное явление тоже, да? Летом при положительной температуре в тканях растений в условиях засухи образуется жидкий лед. Так? И организм впадает в состояние покоя, летний покой. А потом самое интересное, летний покой, летняя спячка наблюдается и у других животных. Например, суслики. Многие не знают. Когда длительная засуха, суслики, они на водопой не ходят, воду не пьют. Им достаточно воды, которые находятся вот в клетках, тканях растений. А когда растение высыхает, корм с корма они не получают воду, так, и происходит тоже обезвоживание организма. И они впадают в спячку. Летняя спячка. Так, механизм одинаковый. Зимняя спячка, когда спячка происходит под действием холода, так, и летней спячкой, когда спячка наступает под действием засухи. Так? Ага. Но механизм одинаковый. Так? Это физиологическое обезвоживание. Так? И вот это позволило мне сделать крупное такое обобщение, что покой и спячка, так, они наступают в результате физиологического обезвоживания. Так, то есть механизм физиологического, механизм спячки, оцепенения, покоя – это физиологическое обезвоживание организма. Вот. Такого обобщения никто еще не делал. Так. Ну, и здесь вот, например, спрашивают, да, так. Ну, наверное, это до вас работали в этой области многие великие умы, так, да, и почему они вот такого обобщения не сделали, так, да. Ну, действительно, холод очень это интересное явление, да, природы, так, и действительно многие великие умы работали над этой темой, как влияет вот это холод на живой организм, мороз как влияет, так, да. Но такого обобщения еще не сделали, так, да. Но всему свое время, как говорится, да. Вот они догадывались, конечно, что в условиях холода происходит нарушение водообмена и так далее, так, да, так. Но сделать обобщающий вывод у них не доставало вот это понятие о структурных изменениях в воде. А такое понятие пришло так, с исследованием физиков последнего времени, появлением инструментальных исследований структуры воды. Инфракрасное, так, да, метод ЯМР, ядерно-магнитного резонанса и так далее. И другие методы исследования есть, да, так. Вот это позволило мне делать такое обобщение, так, да, и появилась новая наука, наука о спячке, о оцепенении живого организма, покоя, которая называется гипобиологией. То есть в этих условиях происходит, то есть
живой организм находится в состоянии гипобиоза. Гипобиоз – это спячка, оцепенение, покой растений. Это гипобиоз. Так? Люди гипобиоз все хорошо не знают. Они знают анабиоз. Так? Анабиоз – это когда обмен веществ полностью прекращается. Так? Это происходит, например, зимой, вот когда замерзает вся вода. Вот, например, на улице вот наши деревья сейчас находятся в состоянии анабиоза, а не гипобиоза. А вот это караси или картофель, который мы хороним тогда, они находятся в состоянии гипобиоза. Так, вот, или семена растений. Они находятся не в состоянии анабиоза, а в состоянии гипобиоза. Вот, и вот эта наука появилась. И я написал вот такую монографию, гипобиология называется, да, которая вышла в Москве. Так, да. Написал довольно много статей, в том числе иностранных журналах. Так, да. Вот. После появления одной моей статьи о физиологическом обезвоживании гипобиологии, да, как механизм, так, да, так, хлынули, можно сказать, да, такой писем из зарубежных исследователей, журналов, да, со всего конца света, начиная с Южной Америки, Австралии, Африки, вот это Азии, там, да, Япония, Корея, Китай, потом Испания, Германия. Одним словом, очень много, вот такие, да, биологические, медицинские журналы, да, так. Первое время я начал вот так делать, да, так, их копировать и так далее, потом перестал, их много стало. Вот, видите, так, да, вот это, очень много. Все вот это просят, да, ваша статья нам очень понравилась, пожалуйста, напишите подобную статью для нашего журнала по гипобиологии. Поэтому вызвал очень большой интерес. Потом один американский журнал, так, меня вот этот принял, да, состав, то есть редколлегии. Вот сертификат прислали, да, давай. Вот такой сертификат, что являюсь членом американского журнала. Так, вот, очень крупный нью-йоркский журнал, да, давай, вот. Так, интерес большой. И рейтинг, да, после вот этого выхода этой монографии и вот этого американских зарубежных журналах, так, да, так, рейтинг мой очень вырос сильно. Например, было время вот это в начале, как раз вот это день, когда мое 80-летие было, да, вот среди якутских исследователей, членов Российской академии естествознания, да, там сколько, 126 ученых. Там и кандидаты, доктора, профессора, так, да. Я 2 раза выше было, так, вот этого, мой рейтинг среди них. Все? Понимаете, да? А потом среди российских ученых, биологов, уже около там 1000 человек, так, да, 9000, так, да, так. Там был на 2-м месте среди российских ученых. Мой рейтинг вот такой был. Сейчас среди, где-то 3-4 место среди российских, да. А Якутии я лидирую тоже, да, по рейтингу. Вот так. И вот этот гипобиология имеет, конечно, очень важное теоретическое значение. Так? И очень большое имеет перспективу прикладного применения. Так? Скажем, перехоронение продуктов сельскохозяйственного производства. Так? Вообще, вот в основном хранят продукты холода, да, так, холоде, морозе, так. Но теории нету тоже. Просто экспериментальные прикладного характера. Так. На основе многолетних исследований, так, да, они вот подбирают температуру и так далее. Но почему именно держат при этой температуре, они не знают. Нету теории. А вот сейчас есть теория.
так, гипобиоз. Вот организм находится в состоянии гипобиоза. Так? А теория известна, почему наступает вот этот гипобиоз. Так? И тогда можно найти условия, да, оптимальные условия хранения сельскохозяйственных продуктов. Также. Можно создавать новые вот это, подходы, новые методы. Так, да. Ну, например, сейчас можно специально газовую среду придумать, да, так. Тогда вот можно длительно хранить. Да. Но сейчас тоже используется газовая среда, но тоже теории нету. Да. Вот медицина, так, медицина, скажем, вот это наркоз, да, наркоз. Наркоз, в состоянии наркоза человек находится в состоянии гипобиоза. Хотя температура там высокая, да, так, нельзя опускать температуру до этого, до 4 и так далее градусов Цельсия. Ну, минимум до 27, да, там, где-то около 30 градусов можно опускать температуру тела. Вот. Но там происходит что? Так, вся вода в организме, кровь, там содержится большое количество воды, это жидкая, да, кровь, да, превращается в жидкий лед. Да, обмен веществ замедляется. И происходит вот эта дискоординация физиологических процессов, биохимических процессов, и человек находится в состоянии этого гипобиоза или спячки своего рода. Понимаете, да, тогда? Ну, теории были, ну, скажем, теория Полинга, так, да, теория лауреата этого Нобелевской премии, теория наркоза. Он говорил тогда, ну, он говорил, что образуются ассоциаты там до воды и так далее, да. Ведическая была, да. Но такой вот это теории, как у меня, не было тогда. Ну, сейчас есть теория, так, да. Вот. И вот в принципе, вот есть идея, да, так. Вот были исследования, была создана при Королеве, когда они исследовали вот это, то есть у них перспективы большие такие планы, межпланетарные перелеты, да, так. Ну, там, когда человек, скажем, летит в Марс, там минимум 2 года надо там, да. А чтобы экипаж там кормить, в течение 2 лет там огромная провизия нужна. Так. А если человек усыпить, так, то он не будет употреблять пищу. Так. Когда прилетит Марс, он просыпается так, да, и начинает свое дело. Так. Вот. И такие исследования там проводились. Так. Есть прекрасная монография Николая Николаевича Тимофеева, которая называется «Гипобиоз». Так. Он там работал при Королеве, там была создана медицинская лаборатория космической медицины. Так. И они там проводили эксперименты по гипобиозу человека. Так. И там получены очень интересные результаты. И он пишет, а сейчас нет таких практических преград для того, чтобы усыплять человека. Так, вот, но они до этого не дошли. Вот, а вот я думаю, что интерес зарубежных медицинских журналов, да, мои статьи, по-моему, связаны с тем, что в принципе так, человека можно вот это искусственно, да, вот это усыплять. Понимаете, да? Очень интересно. Так. Ну, усыплять это для космических перелетов можно. Так, да? Ну, усыплять людей можно вот это, когда человек заболевает сейчас неизлечимым видом болезни, да? Ну, до тех пор, вот, пока не найдут способ лечения, пока найдут новое лекарство. Да, так. Сейчас во всем мире большое количество людей находится в состоянии анабиоза. Так? Есть фирмы, государственные и частные, в основном частные, где людей заливают жидким азотом. Так, вот человек дает завещание,
вот дает согласие, вот после моей смерти, пожалуйста, вот, переведите меня в состояние анабиоза. Потом разбудите тогда, когда появится возможность, да, вот, и лечение моей болезни. Ну, там поводов там много. Некоторые хотят будущее посмотреть тогда и так далее. Да. Вот. Но это сейчас сравнимо с убийством человека. Потому что, когда человек замерзает, там разрушаются клетки. Так. Ну, снаружи человеческое вот это тело, да, вот это под действием жидкого азота, так, образуется жидкий лед. Ну, вода приобретает структуру жидкого льда, то есть твердый лед, стекловидный лед, то есть, да, стекловидный. Так. Там, когда образуется стекловидный лед, то клетки не разрушаются. Но человеческое тело-то массивное, так, а наружная часть при этом находится еще в теплом состоянии. А потом, когда замерзает, то сперва образуется уже кристаллическая вода. А кристаллическая вода, она объем большой, и вот разрушает клетки. Так, человек погибает. Да, вот сейчас они находятся в таком состоянии. Все внутренние клетки разрушены. Да. Вот таких исследований нет. А потом метод оживления человека, вообще живого организма, так, да, после анабиоза использованием жидкого азота нет. Еще не разработан. Ну, неизвестно. Ну, когда-нибудь могут разработать, наверное, да? Вот. Ага. Вот таким образом. Потом, вот у меня была мечта с детства, да? По-моему, многое мечтают. Ну, когда я был ребенком, то когда учился даже на 4 классе, то маленький же был, да? Ага. Я работал уже на сенокосе. Был поводырем там, да, быка, так, потом вот граблями сгребал сено, потом переставая участвовал, потом уже косил, да, такая. И дети работали с утра до вечера наравне с взрослыми. Уставали очень. Да, поэтому я все время ждал, вот когда будет дождь, да, и стал наблюдать вот это небо. Вот. И, между прочим, стал хорошо разбираться в тучах. А какая туча дождливая, какая нет, где гроза, где нет грозы и так далее. Да? Так? Вот. И там я мечтал. О, вот это, если бы животные спали, как суслики или как медведи зимой, то корма бы, не надо было бы заготавливать кожу на зиму. Так? Вот эта идея у меня вместе со мной, как говорится, сохранилась. Так. И я написал научно-фантастический рассказ о том, что один якутский ученый вот, достиг успеха при усыплении вот этого молодняка крупного скота. Так, да, так. Вот этот рассказ очень понравился читателям. Так, да. И когда меня люди встречают на улице, которые знают, да, и спрашивают, вы уже усыпляете вот эти? Можно усыплять вообще? Вот скот, так, молодняка, так, да, да. Я говорю, ну, в принципе, можно. А вот когда я стал ученым, тоже стали часто спрашивать, а сейчас можно, вы же ученый. Я говорю, в принципе, можно. Вот я вот встретил одного человека, а он говорит, давайте я вам даю теленка, усыпляйте его так. А я говорю, а если этот теленок не выйдет из состояния, ну, умрет тогда, погибнет. А он говорит, ну ничего страшного, говорит, тогда. А ради науки можно жертвовать теленка. Вот так. Поэтому потребность в обществе есть, да, так. А? И сейчас есть реальная возможность. Так, ага. Ну, сперва, конечно, на экспериментальном уровне, да, усыплять животных. Так, ага. Ну, сейчас ведутся разговоры, уже реальные такие разговоры, да, о том, чтобы провести экспериментальные работы по усыплению теплокровных животных. Так. Ну, наверное, будем
это изучать, будет очень интересное, даже шоу можно сделать тогда, вот, усыплять, потом вот это снимать, каждый день репортаж делать, тогда, и, наверное, весь мир будет следить за этим процессом. Да, ну, это тоже на грани фантастики, да, но вполне реально, так, да, по-моему. Так, ну, к этой грани уже пришло время. Так, время, и вот эта наука тоже подошла к этому. Так, еще вот изучение холода, что мне дало, да, так. Я же уже говорил, что разработал биологическую температурную шкалу. Потом я вместе с сыном Владимиром Гавриловичем, да, так, изобрели биологический термометр. Так, биологический термометр Шашкова-Угарова. Так. Ну вот сейчас во всем мире используется, как я уже говорил, это градусом Шашкова Цельсия, а некоторых странах Шашковой Фаренгейта. Они не показывают вот отрицательный, биологически отрицательную температуру, они не показывают. Так. Поэтому люди, не учитывая вот, биологически отрицательную температуру, вот когда не знают, точнее, да, когда наступает холод, так, да, они весной и осенью одеваются легко, простывают и заболевают простудным заболеванием. Вот так. Так, поэтому вот эти весенние и осенние вспышки простудного заболевания, они связаны с переохлаждением организма. Из-за незнания вот этой границы тепла и холода. Так, поэтому Цельсий оказал, ну он, конечно, не виноват тогда, так, такую медвежью услугу людям, как говорится, да, так, так. Но почему используется шкала Цельсия? Потому что нет биологического термометра, не было. Не было. Так, поэтому они вот эти взяли, да, практически шкалу, которая используется наукой. Так, они эти взяли и вот сделали бытовой термометр, бытовой градусник. А Фаренгейта это не научный термометр тогда, а бытовой, но там очень сложно, и он тоже не показывает вот этот температуру, холод. Так, вот, поэтому вот это мы изобрели первый в мире бытовой биологический термометр. Так, ну, он еще не совсем оценен по достоинству, да? Недооценен. Так, ну, я получил патент германский тогда, так, и сертификат есть у меня, сертификат качества, это Российская академия естественных знаний, да, так. Вот. Я просто этим застолбил, что я первый. Так, вот. Ну, потом получать в России патент очень сложно. Очень долго, нудно, так, да, так. Вот такого нетерпеливого человека, как я, это практически невозможно. Поэтому я через посредника вот получил германский патент, да, так. Вот. И этот термометр получил широкое распространение и одобрение населения Якутии. Так, он очень популярный. У кого нет, они вот, спрашивают друг у друга. Вот сегодня по радио сказали столько-то градусов, а это по Угарову сколько будет. Понимаете, да? И при этом они допускают некоторые ошибки. Некоторые перебавляют, да? Некоторые, наоборот, вычитают. Так? А на самом деле в условиях холода надо прибавлять плюс 4. Так, у кого нет вот этого термометра, да, там, Шашкова Цельсия. Так, это, скажем, если сегодня по радио, если сказали 36 градусов мороза по Цельсию, да, так, то по шкале Угарова это уже минус 40. Знаете, да, так? А когда вы будете одеваться, когда говорят 36 градусов или когда 40 градусов? Если когда 40 градусов человек будет это одеваться потеплее. Так? А самое главное, я считаю, да, это
вот весной и осенью. Вот, термометр со шкалы Уварова показывает отрицательную температуру. Так? Вот если у человека есть вот этот термометр, то особенно дети, вот они-то смотрят, ну они вот, скажем, родители скажут холодно, да, просто, да, они скажут, если у них только градусник Цельсия, то они скажут, ну там же тепло, всего 2 градуса, тепло же, плюс 2 градуса, и плюс 3 градуса же сегодня, да? И они слушаться не будут так, да, и одеваться будут легко и простывают. А если родители скажут холодно, вот смотри, по шкале Уварова сегодня отрицательная температура, плюс 1 градус, да, по этой Цельсию, это минус 3 градуса уже. Да, легко простыть. Да. Я думаю, что те, которые пользуются шкалой Уварова, они уже берегут здоровье, сберегают свое здоровье. Вот. Ну, если у этой семьи имеется биологический термометр со шкалой Уварова, то покажут. Вот смотрите там. Так, отрицательная температура. Минус 3 градуса по Уварову. Тогда ребенок-то видит и реально. Так, и будет одеваться тепло, и будет не переохлаждаться и заболеть простудой. Вот, поэтому это очень полезная штука, как говорится, так, да. Так, а термометр вообще, вот эту биологическую температуру шкалой, да, он может быть использован не только вот где холодно, то есть в странах арктического региона, северного и средней полосы, да, так, но еще и вот в жарких странах тоже может использовать. Как? Вот сейчас я скажу. При положительных температурах, да, так, шкала Уварова показывает на 4 градуса ниже, чем Цельсия. Так, ага. Это просто простая математика. Если, скажем, Африке скажут, сегодня на улице плюс 32 градуса жары, так? А потом скажут, а по шкале Гарова будет плюс 28 градусов жары. А человек слушает, да, вот, когда 30 градусов, он психологически начинает потеть. О, какая жара, 32 градуса. Да? А если ниже 30 градусов, ну 28 градусов, это для них привычно. Ну ничего, всего 28 градусов. Так? И вообще температура будет действовать на него как 28 градусов. Так, это реально тоже. Так? Вот поэтому в жарких странах вот этот термометр тоже может найти применение. Так. Ага. Вот. Ну, мы выпускали в настоящее время 2 партии термометра. Да, первая партия была выпущена в Киеве. Да, это первая. Там есть, была фирма, но сейчас я не знаю, есть или нет тогда. Да. А потом вот это разошлась очень быстро, вот эта партия. Потом мы заказали вторую партию тогда. Это уже в Китае сделали. Так. В довольно большом количестве вот этот термометр был выпущен. Да, так. Он имеет 2 варианта. Это обычный, так, еще вот это подарочный вариант. Да, так. И вот этот довольно добротно оформлено, поэтому можно подарить любому зарубежному гостю, так, российскому, ну, любому. Можно подарить друзьям и так далее. Так? Вот. Поэтому, если раскрутить так, вот эту рекламу, так, то этот термометр может распространиться во всем мире. Так.
У нас вот кроме продается в книжных магазинах, но там накрутка большая, очень дорого получается, себестоимость довольно большая, поэтому снижать цену мы особо так, снижать цену особо мы не можем. Так, и сами продаем. Ну, выходят к нам по звонку, звонят, тогда и мы идем им навстречу и продаем. Так. Кроме вот этих, так, да, вот университет вот заказал термометр, вот цифровой. Это первый термометр цифровой. Это ректор Евгения Исаевна Михайлова, она поддержала меня, выделила деньги, так, и вот и сделали такой термометр. Он сейчас висит над этим зданием культурного центра КЦ Якутии, СВПУ. Так, второй термометр поставлен в Белюйске. Вот такой Белюйский, так, да. Вот город Белюйске. Так, они тоже там заказали тогда. Так, вот это СВПУ, Сергеевский огонь, так, да. Потом один цифровой термометр стоит вот в фойе КФЕНа, корпуса факультета естественных наук. Вот такой, да. Вот студенты этим пользуются, смотрят, так, да. Там и время есть. И этот термометр показывает вот это. Многофункциональный термометр, поэтому популярный среди студентов. Показывает и давление, температуру, время, так, и по Цельсию, и по Фаренгейту там, да, так, да, и еще радиацию показывает. Так. Поэтому очень полезно. Ну, близкие благодарят мне, они вот смотрят, какой фон радиационный, да, вот следят. Так, ну, обычным словам они не верят, ну, наверное, у нас радиация, да. А вот там реально смотрят, что радиация низкая, фон низкий, поэтому успокаивается. Вот. Поэтому я вот сейчас ставлю вопрос, да, чтобы такой термометр был поставлен на одной из площадей города Якутска. Так, чтобы люди смотрели, что Якутия является страной, то есть краем, да, это или родиной вот этого первого в мире бытового биологического термометра. Вообще это надо этим гордиться. Гордиться надо не только Якутии, но и России, потому что это же мировое. Да, первый бытовой. Я как уже говорил, да, сейчас быту используют технический термометр, который не показывает реальную биологическую температуру. Да, вот некоторых, между прочим, этих сайтах, где дают информацию о текущей температуре, там пишут дополнительно. Ну, например, вот термометр показывает 30 градусов, а реально чувствуется, там вы, наверное, читали, чувствуется как 35. Вот. Это уже биологически. Вот они сами, да, вот это чувствуется. Именно вот это и показывает. Вот человеку чувствует, да, уже действует эта температура вот, более сильнее, чем реально показывает, да, в эту последствие. Вот. Ну, холод еще в реальной жизни как? В моей жизни. Это я вот написал рассказ научно-фантастический, так, да, ну, скорее, скажу, наверное, фэнтези жанр. Это Эгею и его внучка Качана. То есть Эгею — это якутский Дед Мороз. Так. Ну, потом сложилась такая объективная обстановка, что я сам стал якутским Дедом Морозом, Эгеюла. Так, ага. Вот. И Эгею сейчас довольно популярный. Мы выпускаем каждый год подарки. Это такие, ну, или талисманы, так, которые
пользуется очень большой популярностью среди населения. Потому что там, как в любой сказке, люди пишут свои желания, 3 желания. Вот. И, как показывает практика, эти желания исполняются. Вот, например, так, это прошлый год, да, 20-й год. Вот в задней стороне, вот этого талисмана, да, имеется 3 строчки, где надо написать 3 желания. Вот из них, вот у меня уже статистические данные есть, да, так, вот, так, в течение 20 лет мы 19 лет да, выпускаем уже, да, вот. Есть статистические данные. В среднем 2 желания исполняются из 3. Да. Притом такие желания, такие как женщины, которые никогда не выходили замуж, выходят замуж, или рожают детей. Так. Или вот выигрывают крупную сумму, так, да, покупают автомобиль или что-то продают очень выгодно. И так далее. Ну, в чем секрет, да? Здесь играют 2 фактора. Первый фактор – это мистический. Так. Люди верят, что Гегель – это волшебник, он непростой. Значит, это не простая бумага. Значит, то, что я написал, вот это желание свое, значит, они должны исполняться. Вот играет вот этот фактор, да, это мистический фактор. Ну, в настоящее время люди стали очень такими верующими, верят в мистику и так далее, так далее. А второй научный фактор – это тогда, когда человек записывает, да, так, оно записывается и подсознание. А подсознание является серым кардиналом. Он управляет нашим поведением, нашим действием. Так, да, так. И человек действует так, как вот написано вот здесь, да. Вот если человек не написал, скажем, вот свое желание, да, так, он встречает первую трудность, так, пути осуществления своей силы, так, он преодолевает этот барьер. Второй раз встречает, преодолевает, а потом 3-й раз встречает и вот, надоело, возвращается обратно и силы не достигает, своей силы не достигает. Так, а если написал, то он, ну, как говорится так, то он нагло будет вот, преодолевать вот эти препятствия и достигнуть своей силы, преодолевать трудности. Так. Между прочим, вот это, талисман видит людей, особенно молодежь, да, ставит цели. Так. Большинство людей, около 80 людей, живут без цели. Только у 20% людей имеется какая-то цель, а более конкретно где-то 10-6%. Вот эти люди достигают больших успехов в жизни, живут богато, здоровье у них прекрасное, довольны жизнью, да. А вот 80% они недовольны своей жизнью, потому что бесцельно живут, ну как попадется. Встают, идут на работу, приходят, телевизор смотрят, кушают, спят, встают вот так, каждый день повторяется одно и то же. Вот, да. Поэтому это заметил, между прочим, наш первый президент Николаев, Михаил Ефимович. И он 2 года, да, в течение 2 лет спонсировал выпуск термометра. То есть выпуск вот этого талисмана, да, так. Вот посмотрите, пожалуйста. В 2003 году он выпустил вот такой, вот, да. Я сделал, конечно, так, да. А он оплатил. Так. Стоимость в Москве, довольно большой партии, да, так. И я благодарность ему сделал Гегеля похожим на него. Так. Вот 2-й год тоже вот так. Он сказал,
у вас очень хороший перспективный проект, наши люди живут без цели, надо сделать их целеустремленными людьми. А вот этот талисман вам поможет. Так, выпускайте, распространяйте. Ну, вот я стараюсь распространять, но у меня нет магазинов, так, да. Ну, в основном вот этот талисман знают городские и близлежащие, жители близлежащих улусов. Так, а надо было бы, да, чтобы этот талисман был доступным для всех жителей Якутии. Тогда было бы много целеустремленных людей. Так, вот поэтому общественность должна, я думаю, что помочь мне вот это распространению талисмана. Это не только для меня нужно, мне тоже нужно, да, так? Нельзя скрывать, но с другой стороны, это нужно для народа, для людей. Так, чтобы было больше целеустремленных людей. Это особенно необходимо для малочисленного народа, как мы, якуты, саха, так, да. И для жителей Якутии, которые живут в таких экстремальных условиях, так, да, и у них Якутия является второй родиной. Вот. Поэтому вот таким образом. Потом вот мои научные фантастические рассказы, они привлекают внимание этих, ну, пока на уровне самодеятельности, да, кинорежиссеров и драматургов. Например, в этом году известный драматург Дмитрий Наумов написал пьесу, которая называется «Гибернация». Так. Его заинтересовало именно вот это усыпление скота в зимнее время. И эту пьесу поставили Хатасский народный театр. Так. Потом на моей родине Сургулуке поставили два моих научно-фантастических рассказа. Кино сделали. Так. Первый фильм был «На связи с Десятым Морозом». Так, да, так, а. Ну, я написал, вот, если бы путешествовал во времени, да, так, а, так, и я бы перенесся в 18 век, так, и спас бы Пушкина. Так, так. И нашел способ, вот, как это сделать. Так, ну, одним словом, сам, значит, в этом рассказе не путешествую, а перезываю дух Пушкина. Так. Ну, для этого используется вот популярный метод, да, вот это, когда спиритический, что ли, так, да, вот, бюджет да, используется, да. Вот, этим способом переживает Пушкина, так, ага. Он приходит, и потом его спрашивают, какова жизнь на там потустороннем мире, что там он занимается, так, да. И вот людей в настоящее время поражает то, что на том мире жизнь развивается параллельно нашей жизни. У них есть компьютер, есть интернет, так, да, так, ну все, вот это благо цивилизации там тоже есть, да, так, так. Потом только там интересно то, что сохраняются традиции. Например, там Пушкин вступает в дуэль тоже, в двустороннем мире, тоже видят девушки, так, и его отправляют в ссылку, в Якутию, так, и находится вот как раз в Сургулуке, где я родился, вырос, так, да. И вот он говорит, я вот здесь нахожусь, да, так, да. И вот на эту тему вот написали сценарий, и вот сняли кино. Он находится в Ютубе. Так. А вот сегодня началась съемка второго фильма, который вот на основе моего научно-фантастического рассказа о том, что тайна называется «Тайна охотничьей заимки». Так?
И по сюжету там женщина прятает мужа. Муж, он чучуна. А чучуна в зимнее время спит. Понимаете, да? Вот у якутов есть легенда, что где-то на севере живут люди, живет племя людей, которые зимой засыпают. Понимаете, да, так? А? И вот они вот так около своего камелька вот они сидят, спят, и вот у них вот это как у моржа вот, вырастает вот это, ну, как называется-то, ледяная. Сосульки. Да, вот. И он становится похожим на моржа. Он вот там сидит и спит. Вот. Вот, этой информацией заинтересовались журналисты и поехали туда. И вот открыли тайну этой женщины. Так? Вот на этом основывается сюжет рассказа, так, что чучуна – это новая версия будет. Это значит зимоспящие люди. Люди, которые спят зимой. Ну, до этого много теорий было, да, и есть много теорий. Вот выдвигается такая гипотеза, да. Вот фильм тоже будет интересный. Так, вот скоро покажут по НТЛ, там НТЛ филиал это снимает, так, а потом YouTube тоже будут показывать. Но один недостаток, нету там титры на русском языке. Если бы сделали титры на русском языке, фильм был бы популярен. Вот так. Ну, наверное, пока все. Ну, Якутия – это самый холодный регион мира. Здесь находится полюс холода, где температура может опускаться до минус 68, 67,8 градусов Цельсия. Да? Между прочим, в Аймаконе там стела есть, да, где написано, что в Аймаконе температура опускается до минус 72 градусов. Так? Это по шкале Важва минус 72 градуса. Вот надо там переписать, где Цельсия, а Угаров. Так, да? Если напишешь Цельсия, то это уже будет обман. Так? Вот. И вот сейчас Аймакон стал привлекать туристов, приезжают туристы. Так, И сейчас идет так называемое глобальное потепление. Есть теоретики, которые предсказывают, что начнется малый ледниковый период. Но пока это гипотеза тоже так, да? А реально идет потепление. Поэтому Якутия как край холода будет привлекать внимание людей. Так? Ну, все возможности холода не используем. Так? А холод – это товар должен быть как, использоваться как товар. Так? То есть мы должны использовать все возможности холода, не только туристические. Но здесь можно хранить стратегический запас продуктов на длительный срок. Да. Так. Ну, там много чего, да. Думать надо над этим. Ученым, экономистам, во всем людям об этом надо побольше думать. И Якутия, конечно, здесь живут люди, которые выносливы, так, и вот этот город заставит людей быть таким живыми, как говорится так, да, остроумными, так, найти выход из очень таких трудных условий, так, да, поэтому во всей Якутии выжили в таких экстремальных условиях, вот. И вот не теряйте эту способность. Сейчас люди становятся инфантильными. Так? Поэтому надо использовать холод для закаливания людей, так, чтобы люди стали здоровыми, так, были, как и раньше, адаптированными местным условиям. Так. И холод заостряет тоже ум. Так? Поэтому
в Якутии рождаются такие люди, умные люди. Так. Вот у нас культура, фольклор очень интересный, традиции очень интересные. Поэтому вот сейчас наша культура, наш спорт тогда, сейчас уже никого не удивляет достижения наших тогда. Вот кинематограф наш завоевывает. Ну, чем это? Чем они лучше? Вот мировых тогда достижений. И в спорте, и это, искусстве, да, кинематографе. Это оригинальность мышления. Так? Мы не подражаем другим, не гоняемся за модой, а вот используем то, что у нас имеется. И это показываем на показ, так? И стыдимся, так, своих вот этих не совсем цивилизованных, цивилизованного образа жизни, ну и так далее, так, да. Ну, например, людям, вот, например, цивилизованного мира, наверное, дико смотреть, как мы едим строганину из мяса, из рыбы, да, так. Но когда попробуют, им это очень нравится, скажем, да, так. Вот, и Якутия может еще, кстати сказать, поставщиком экологического, не только чистого экологически чистого продукта, но и очень богатого по своему составу продукта. Потому что в экстремальных условиях вырастают растения, которые очень богаты витаминами, биологически активными веществами. А те животные, и дичь, и домашние, да, так, они вот употребляя вот эту, ну, кормясь, да, вот этой травой, этой растительностью, сами тоже их продукции, молоко, масло, как мясо, так, становятся съедобными, очень полезными для здоровых людей. Поэтому продукция якутского производства, да, вот эта сельскохозяйственная продукция, может иметь очень большой спрос на мировом рынке. Вот. Поэтому я считаю, что Якутия имеет большое будущее, поэтому надо сохранять свои традиции, свой обычай, так, свой язык, свою культуру, так, и наравне развивать науку, образование. Так. И вот Кулаковский, это великий философ, он нам завещал, вот, изучайте науки, будьте образованными людьми, тогда никоим образом не будет уступать другим народам и будет развиваться наравне с ними. Вот. И побратайтесь с русским народом и с другими народами, да, и мир, и согласие – это будущее человечества. Вот эти заветы мы должны соблюдать. Спасибо большое.